дегустация проходит вслепую, то есть они не знают, где что находится. И сейчас будут сперва белые продегустированы, потом уже красные. Перед началом анонимной дегустации технологи тщательно маскируют и номеруют каждую бутылку. Это позволит сохранить имя винодела в тайне и сделает первый национальный конкурс абхазских вин максимально прозрачным. Первыми на дегустацию представлены белые вина. Технологи и жюри определяют качество напитка по определенным стандартам. В первую очередь, когда образцы мы отбираем, мы, во-первых, смотрим на санитарное состояние помещения. Это самое основное, что должно быть у каждого винодела. Чистота – это залог здоровья не только для организма человека, но и для вина, потому что вино, он такой же живой организм. А далее мы делаем вторую оценку, это второй этап, мы проводим экспресс-дегустацию. Прежде чем проба поступила к нам в лабораторию, мы осуществляем экспресс-дегустацию. Чтобы подтвердить свои органолептические показатели, мы проводим физико-химические анализы, по которым мы ориентируемся, то есть это спирт, сахар, титруемые кислоты, летучие кислоты, то есть эти показатели, по которым вино проходит или не проходит. Сегодня третий этап первого национального конкурса абхазских вин, организованного компанией «Вина и воды Абхазии». До этого состоялся прием заявок на участие как от частных хозяйств, так и от профессиональных виноделов. Далее отбор образцов вин. Сегодня один из важнейших этапов конкурса – анонимная дегустация, на которую приглашены в качестве наблюдателей и сами участники. Председатель дегустационной комиссии Анатолий Авицба отмечает, вино должно быть натуральным из винограда. Именно для того, чтобы выявить качественный напиток, и проводится данный конкурс. Вчера первый день был открытие. Попробовали мы вчера 11 марок вин. Значит, сегодня сказали, что около 17, и завтра, и в четверг будет завершительный этап работы. Что такое вообще вино и что такое виноград? Да? В шутку говорят, что даже вино можно сделать из винограда. Но настоящие виноделы, принципиально, которые подходят к решению данных вопросов, говорят, что вина только натуральные, виноградные должны быть. Конечно, сегодня делаете плодово-ягодные. Я, например, благодарен руководству этого завода Николаю Владимировичу Ачба, Валерию Борисовичу, всему коллективу, которые взяли на себя такую ношу, которые хотят сделать именно тем, которые сегодня занимаются производством этого винограда в частном секторе, и сделать хорошие вина. Первый национальный конкурс вина стартовал с призовым фондом в 2 миллиона рублей. Обладатель гран-при получит 1 миллион. Оставшаяся сумма будет распределена между виноделами красного и белого вина в различных номинациях. Как отмечают организаторы конкурса, если он станет ежегодным, это может повлиять на развитие всего отечественного виноделия. Кто станет финалистом конкурса, станет ясно после 2 дней дегустации вин технологами виноделия. Победителя и финалистов объявят на торжественной церемонии награждения, которая состоится в мае в рамках вино-ярмарки на культурно-деловой платформе ГУМа. Анастасия Никонова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.